В эфире программа «7 дней». Порой очень хочется быстрых и эффективных решений, особенно в экономике. Желательно простых и желательно не таких болезненных. Так уж устроена природа человека. То, что это практически нереально, нам даже думать не хочется. То, что реформа может растянуться на долгие годы и даже десятилетия, представить страшно. И один из самых наглядных примеров – пресловутая мусорная реформа. И в данном случае я не виню людей, общественность. Признаемся честно, мы, журналисты, СМИ, часто сами занимаемся самовнушением, произносим как мантру: реформа забуксовала, нужно срочно навести порядок, наказать виновных, назначить эффективных управленцев. Если бы все действительно было так просто. Для начала расставим акценты. Реформа не забуксовала, она полностью провалилась, показала свою ущербность. Поэтому все эти, как нам представляется, простые решения, как то увеличение контейнерных площадок в районах, емкости для раздельного сбора мусора и даже замена руководителя регионального рекооператора, все это, безусловно, важные и назревшие шаги, но они лишь вершина мусорного айсберга, который нам еще предстоит разгребать. Процесс, скорее всего, растянется на долгие годы. Это лучше сейчас сказать и населению, и бизнесу. Ведь речь о создании целой системы по раздельному сбору, утилизации мусорных отходов, в которой должно найтись место малому бизнесу по переработке, в которой должны быть заложены огромные инвестиции в создание необходимой инфраструктуры, в том числе мусоросжигательных заводов и полигонов ТКО, и в которой уйдут даже не годы, а десятилетия на прививание населению культуры ответственного экологического поведения. Что, на мой субъективный взгляд, самый главный и самый ответственный этап. Уже не хочу говорить реформы, а преобразований в этой сфере. И все это, повторюсь, процесс длительный, в чем-то болезненный, при этом крайне необходимый. Поэтому самые серьезные решения, в том числе и в части законодательства, нужно принимать прямо сейчас. Такими или похожими репортажами, роликами из разных стран мира забит интернет. Как эффективно организовать сортировку отходов, их своевременную переработку, превратить мусор в деньги, отходы в доходы. Надо признать, видео мотивирующее, и казалось бы, что тут особенного. Жесткий контроль государства за сортировкой отходов и деятельное участие граждан и бизнеса по переработке. Нужно просто перенести этот опыт в российские реалии. То есть где-то контейнеры уже стоят, где-то они работают по заявкам. Но вместо этого мы обсуждаем, как нам просто вывести мусор, увеличить количество контейнерных площадок, навести в этой сфере элементарный порядок. Реальность же возвращает нас с заграничных небес в суровую российскую действительность. Даже не такие многочисленные контейнеры для сбора пластиковых бутылок вдруг стали исчезать в Казани. Причина банальна: из-за обвала цен на ПЭТ-сырье переработка стала невыгодной. В ней всегда был только пластик. А сейчас они просто начали использовать это для всего. Я с удовольствием буду складировать все отдельно, потому что это несложно делать. Компания Рустема Даминова занимается сбором и переработкой вторсырья уже 17 лет. И в дело идут и бумажные отходы, и те же полимерные изделия, пакеты, бутылки. Еще недавно компании принимали люминесцентные лампы и другие отходы первого-второго класса опасности. Сейчас они не могут этого делать по закону. И это отдельная тема, к ней мы еще вернемся. Пока же про бумагу, картон и полимеры. Рынок отходов очень волатильный, рассказывает Рустем, или, проще говоря, переменчивый. Его рентабельность и доходность зависят от многих факторов. Это касается и бумаги, и пластика. Скажем, идет успешно торговля, растут объемы у переработки бумажных отходов. Проседает, соответственно, теряет и малый бизнес и так далее. При этом маржинальность, выражаясь языком экономистов, совсем небольшая. Иначе говоря, заработать быстро и много не получается. На успех влияет все. Курс рубля, цены на электроэнергию, цена аренды, она, кстати, для компании Рустема Даминова недавно выросла. О каких-то льготах, преференциях со стороны государства для такого социально значимого бизнеса мечтать, увы, не приходится. Электричество. Например, здесь сейчас на Кимграде мы платим 8 рублей 70 копеек за киловатт электричества. Это за 3 года на 30% подорожало. То есть 10% каждый год. Бизнес хоть и не такой доходный, зато достаточно стабильный. К тому же у него есть неоспоримые преимущества. Объемы исходного сырья, то есть мусора, растут сумасшедшими темпами. Конечно, сейчас для Казани это никакое не преимущество, а головная боль. К тому же после задержки запуском стратегического проекта мусоросжигательного завода. Раньше выходить из положения помогал малый и средний бизнес, сейчас его фактически выдавливают с разных рынков отходов, оставляя больше простора для деятельности рекооператора. Изначально декларируемая цель избавиться от всех серых
этих мусорных схем на практике завела в тупик. Как из него выбираться, ломают голову чиновники и эксперты. Им надо научиться работать именно с населением. Все время там рекоператор говорит, там шины, да, выкидывают, например. Там, Батарейки, шины, да. лампы. Им ничего не стоит, там, например, раз в неделю, там, не знаю, да, по графику выпускать, автомобили, да, которые будут собирать отдельный мусор, получается. Если они это сами не могут, понятно, что они не все могут. Тогда они, в любом случае, им придется сюда впускать малый и средний бизнес. Пока же по факту все идет в обратном направлении. Не упрощение работы с населением и предприятиями, а напротив усложнение даже тех вопросов, которые раньше худо-бедно решались. Один из самых наглядных примеров – утилизация отходов 1-2 класса опасности, тех же люминесцентных ламп, покрышек, масел и так далее. Раньше как было? Предприятие заключает договор с компанией на утилизацию отходов. Далее по схеме. Заявка от предприятия, предприниматели приезжают, забирают отходы, формируют транспортную партию, развозят по контрагентам, проверенным утилизирующим компаниям. Сейчас по закону сделать так нельзя. Теперь это ответственность федерального оператора. Как утилизируют люминесцентные, ртутные лампы и термометры, которые относятся к 1 классу опасности, мне как физическому лицу? Да никак, потому что нет для этого специализированных организаций. Поэтому многие просто выкидывают эти лампы на свалку, на помойку, создавая проблемы для окружающей среды. Но вы удивитесь, даже организациям заняться утилизацией отходов 1-2 класса опасности очень непросто. Это сложная, продолжительная процедура, которая занимает не недели, а месяцы. Схема усложнилась многократно, судите сами. Первое, что нужно сделать, подать заявку на включение места накопления отходов. Для этого заполняется паспорт опасного отхода. Затем нужно сформировать заявку на регистрацию мест накопления отходов. Получить одобрение оператора. На это уходит время, допустим, до 1 месяца. Затем нужно составить журнал движения отходов и получить добро на него. Еще месяц. Затем подается заявка на договор по утилизации отходов. Стороны подписывают документ, как правило, плюс еще 1 месяц. Уже на этом этапе авансом нужно оплатить 30% стоимости услуг по утилизации отходов. Проходит еще месяца 2, оператор одобряет заявку предприятия на утилизацию. Ну как, сложно? Долго? По прошествии года до сих пор мы фиксируем где-то в среднем 4 звонка в день по поводу сдать лампочки. Понимаете? Мы им объясняем, мы их перенаправляем, значит, есть рекоператор, там ГИС ОПВК, пожалуйста, очень удобно, пользуйтесь. Они потом нам перезванивают, говорят, нет, все, мы этим заниматься не будем, мы проще нам выкинуть. Все. Есть очевидные даже не для специалистов упущения, ошибки, пробелы в законодательстве, которые, по мнению многих экспертов, в этой сфере лучше быстрее признать и оперативно исправить. Тогда не нужно будет всякий раз заходить в интернет и завистливо смотреть. Ох, как они умеют превращать отходы в доходы. Все это будет у нас самих, если мы действительно этого хотим. Тимур Бекмурзин, Дмитрий Шлемин и Андрей Ключников. 7 дней.